Друзья нам прислали это видео и просто сказали: посмотрите и дайте свою оценку. Без объяснений, без контекста. Мы даже не знали, про что оно будет, про культуру, про людей или про язык. Но буквально с первых секунд стало понятно, здесь есть момент, который реально удивляет. Давайте посмотрим вместе. Слушайте, вот такой вот головной убор нашла. Я говорю, у нас в Чувашии есть такой головной убор, называется тухья. А по-вашему как? Такия. Такия. Смотрите, друзья, это сразу бросается в глаза. Наши тюркские народы имеют много общего в культуре и быту. Даже головные уборы звучат похоже. Это не случайность, это отражение тысячелетнего родства и общих традиций. Каждое такое слово, как маленькая ниточка, которая соединяет наши истории и наши народы. Слушайте, прям мне кажется, одинаковый язык у нас. Апа у нас сестра, у вас тоже, да? Апа. А мама, папа? А теперь присмотритесь к этому. Слова о семье, сестра, брат, мама, папа у наших народов похожи. Это не просто совпадение. Наши языки, тюркские, браунские языки и эти совпадения подтверждают, что мы с вами не чужие друг другу. Мы говорим разными словами, но мыслим и чувствуем близко. А не, мама. Слово «мама» – оно как мост между поколениями. Во всех наших тюркских языках оно звучит похоже, потому что передает одно и то же чувство – любовь, заботу, родство. Это прямой знак того, что наши языки не просто похожи, они родственные, братские, как и мы сами как народы. А те, папа? Аки. А те тоже? Аки. Аке. А те, папа? Аки у нас к. А вот и самое яркое подтверждение. «Эке» – «папа». У нас может быть другое произношение, но суть одна. Наши тюркские языки – это братские языки, связанные тысячелетиями. И такие слова показывают, что культура, семейные ценности и язык идут рука об руку. Когда слышишь такие совпадения, сразу ощущаешь близость народов. Видите, как интересно. Слушайте, чувашский язык, нахожусь в Казахстане, и вот уже почти могу разговаривать, как будто на казахстанском. Вот здесь чудо языковое. Человек говорит по-чувашски, а уже понимает казахский. Почти как родной. Это работает, потому что наши тюркские народы – братские народы, а наши языки – братские языки. Звуки, структура, логика слов – они одинаковые или очень близки. И именно поэтому мы понимаем друг друга без долгого обучения. Это не случайность, это наследие. В общем, брать, да, мне эту тухью? Вот почему такие видео так ценны. Они показывают, что языки – это не просто слова. Наши тюркские народы связаны общей историей, а наши языки – братские языки. Чувашский, казахский и другие тюркские языки – это мосты между народами. И когда слышишь такие совпадения, понимаешь, мы ближе друг к другу, чем думаем. Языки, культура, традиции – все это объединяет нас. И такие моменты нужно не просто слышать, а ценить и передавать дальше.